Далее эфир продолжим обзорами экономических, спортивных событий и чрезвычайных происшествий. Начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сегодня на отметке в 73 рубля и 94 копейки, а евро 89 рублей и 61 копейка. Выгоднее всего американскую валюту в городе Якутске покупает Солидбанк за 73 рубля 90 копеек, а продает Россельхозбанк за 73 рубля и 99 копеек. Самый выгодный курс покупки евро у Солидбанка покупает за 89,60, а продает уже Азиатско-Тихоокеанский банк за 89 рублей и 66 копеек. Двигаемся далее. В электронные трудовые книжки будут заносить основания увольнения. Граждане получат право обратиться в Пенсионный фонд России, чтобы туда внесли подробные данные до 1 января 2020 года. Сейчас там хранится информация только о стаже работы у конкретных работодателей. Такой закон сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании Совфеда 17 февраля. Данные из электронной трудовой книжки нужны для исчисления трудового стажа и выплат пособий по безработице. Если закон примут, работник сможет дополнить свой индивидуальный лицевой счет информацией обо всех своих должностях, профессиях, переводах, соответствующих приказах, а также основаниях увольнения. Детям-инвалидам из Дальневосточного федерального округа будут оплачивать авиабилеты до мест лечения, независимо от наличия железнодорожного сообщения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Ранее такая льгота действовала в том случае, если до места лечения нельзя добраться на поезде. Теперь фонд страхования будет обеспечивать детей билетами на самолет в оба направления, независимо от наличия железнодорожного сообщения. Кроме того, фонд должен будет предоставить льготный билет и взрослому, сопровождающему ребенка-инвалида. Эксперты назвали регионы России с самым высоким качеством жизни. Это ожидаемо Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдеры рейтинга – Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкесия. Список строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Быть в топе рейтинга центральной и северной столицам позволяют развитая инфраструктура, высокий уровень развития экономики, социальной сферы совместно с высоким потенциалом дальнейшего развития. В топ-10 также входят Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра и Калининградская область. Все больше активных граждан, неравнодушных к проблемам окружающей среды, вступают в ряды общественных экологических инспекторов. В этом году жители Якутии впервые смогут помочь в выявлении нарушений в сфере недропользования. Более подробную информацию расскажет Нюргуяна Иванова. Нюргуяна, что будут делать инспекторы в сфере недропользования и кто им может стать? Василий, я тебя приветствую. Общественники будут фиксировать нарушения и направлять информацию в надзорные органы и участвовать в работе по экологическому просвещению населения. Отмечу, что инспектором может стать любой желающий, достигший 18-летнего возраста. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Власти Якутии направили на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса около 35 миллиардов рублей. Из них 7 миллиардов рублей было направлено на поддержку системообразующих предприятий, 1 миллиард на поддержку малого бизнеса. Порядка 13 тысяч предпринимателей получили поддержку в разной форме. Это прямые субсидии, налоговые льготы и продление сроков уплаты налогов. На поддержку здравоохранения региона было направлено более 9 миллиардов рублей. Выплаты и пособия получили 160 тысяч семей с детьми на сумму более 7 миллиардов рублей. Более 2 миллиардов рублей было выплачено 57 тысячам безработным. Стоимость квадратного метра жилья в Якутии в 2021 году составила в среднем 106,5 тысяч рублей, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На ситуацию повлияло несколько факторов. В первую очередь новые правила привлечения средств граждан-участников долевого строительства. Сегодня застройщики должны привлекать средства в кредитных учреждениях, что, соответственно, влечет за собой удорожание стоимости квадратного метра в целях обслуживания этого займа. Также на цену влияет отсутствие земельных участков, обеспеченных инфраструктурой. С
Свыше 400 молодых семей в Якутии получили поддержку по улучшению жилищных условий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году. В этом году на эти же цели предусмотрено 159 миллионов рублей. Для участия в программе обеспечения жильем молодых семей возраст супругов не должен превышать 35 лет. Кроме того, орган местного самоуправления должен признать семью нуждающимися в улучшении жилищных условий, также учитывается платежеспособность. Свыше 8,5 тысяч человек было трудоустроено в 2020 году в Якутии по программе «Местные кадры в промышленность». Самыми популярными сферами среди соискателей оказались транспорт, дорожное строительство и жилищное строительство. Отметим, что на потребность в кадрах в строительной отрасли оказали пандемия и закрытие границ. Подземную разработку золоторудного месторождения «Бадран» возобновят в Аймяконском районе Якутии. Результаты инженерных изысканий изучила главгосэкспертиза и выдала положительное заключение. Планируется, что уровень добычи золотосодержащей руды и ее переработки составит до 200 тысяч тонн в год. Если говорить о месторождении, то оно представляет собой золотоносную кварцево-жильно-прожилковую зону длиной по простиранию более 5 километров. Освоением запасов подземного рудника, начиная с 1984 года, занимается горнорудная компания «Западная», реорганизованная в 2008 году из одноименной артели старателей. В настоящее время рудник и золотоизвлекательная фабрика находятся на реконструкции. Компания «Эльга-Уголь» в 2021 году планирует нарастить объемы до 18 миллионов тонн. Что касается долгосрочных планов, к 2023 году планируется увеличить добычу угля до 45 миллионов тонн. Инвестиции в проект составят 130 миллиардов рублей. Помимо увеличения добычи угля, средства будут направлены на строительство горнообогатительных комбинатов, расширение пропускной способности собственного железнодорожного пути Эльга-Улак до 30 миллионов тонн. Кроме того, к 2025 году компания намерена построить на территории Эльгинского угольного комплекса вахтовый поселок с численностью до 25 тысяч человек. Для создания необходимой инфраструктуры планируется строительство аэропортового комплекса. В продолжении темы компания «Якутуголь» планирует реализовать свыше 5,5 миллионов тонн угля в этом году. Ожидаемый рост производственных показателей руководство компании связывает с возможностью увеличения объемов экспорта. Отметим, что продукция «Якутугля» пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. Концентрат коксующегося угля поставляется металлургическим и коксохимическим предприятиям центральных районов России, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Украину. Общий объем минеральных запасов на конец года составляет 171 миллион тонн. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, тебе слово. Да, Нюргена, спасибо за информацию. С экономической ситуацией в стране и мире нас ознакомила моя коллега Нюргуяна Иванова. Ну а мы двигаемся далее. Многие сталкиваются с проблемой шумных соседей. Но не все знают, что в Якутии установлен особый регламент по времени, когда шуметь можно, а когда нельзя. Ирина Григорьева с подробностями. Участковый Владислав Тарасенко ежедневно обходит свой округ. Сегодня в нехороших квартирах пока тишина. Признается, контингент сложный. Нарушители – подсудимые и люди со сложной судьбой. Что нужно делать, чтобы люди тебя понимали? Все-таки относились к тебе и с уважением, не боялись, но опять же и как бы закон не нарушали. Нужно уметь общаться с гражданами правильно. Ну, это самое главное в нашей профессии. Как с гражданами. Каждому индивидуальный подход, еще раз повторюсь, нужен. На шумных соседей часто жалуются другие соседи. По статистике, 70% всех жалоб – конфликты жильцов. Нарушителям покоя грозит административная ответственность. Однако и даже штрафы не пугают жильцов. Как правило, жильцы, тишина которых была нарушена, они, это зачастую бывает ночное время, жалуются, звонят 02 в полицию. Полиция, участковый уже отрабатывает материал, либо сотрудники полиции выезжают сразу на место, собирают материал, объяснения, пытаются установить виновника предполагаемого. Зачастую в основном у нас граждане нарушают тишину и покой обычные. Это от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Но также может быть предупреждение на первый раз. Либо если это была какая-то уважительная причина, допустим. Горожане жалуются на стройку, громкую музыку, на лай собак и даже на плач ребенка. Однако для составления протокола нарушения нужно измерить уровень шума. Уровень звука в ночное время не должен быть выше 45 дБ, а днем он не должен превышать 55 дБ.
Но и без спецоборудования измерить шумы не получится. Роспотребнадзор не выполняет замеры, если шум исходит от действия самих жильцов. Жалобы увеличиваются с наступлением лета. Звук автомашин и мотоциклов в летний сезон нарушает покой. Большинство жильцов предпочитает не вмешиваться, но специалисты советуют, надо дать нарушителю твердый отпор. Коллективная жалоба — это уже хорошо, то, что весь дом восстал против правонарушителя. Желательно, конечно, всех опросить, поквартирный обход провести, полностью всех опросить, все обстоятельства, чтобы это имело вес в суде уже, потому что понятно будет, что они здесь у нас вину не признают и будут обжаловать в якутском суде, а потом и до Верховного в апелляционном порядке. В таком случае тоже нужно от жильцов, хотел бы попросить, самое главное, это фиксировать по возможности нарушения, потому что одних слов бывает мало. Каким образом фиксировать? Банально можно даже просто на телефон, если в коридоре какая-то возня происходит, тоже выйти, заснять. Это будут доказательства, может быть, и косвенные. Можно подойти даже к гражданину. Здравствуйте, почему вы шумите время столько-то, столько-то, сегодня такой-то день, вы сейчас мне мешаете. Психологи отмечают проблемы в общении. Защита личного пространства приводит к скандалам. Но следует помнить, шумный сосед не означает плохой. Мне кажется, от воспитания очень много зависит. Мы должны с детства воспитывать уважение друг к другу, относиться уважительно друг к другу. А закон должен работать, вы правильно сказали. Когда попадаются люди невменяемые, и никакие воздействия не действуют, и права человека на его жизнь. Потому что у нас с жизнью? Человек приходит с работы, он хочет отдохнуть. У него маленькие дети, его надо уложить спать. Его нарушаются права, тут, конечно же, если это регулярно, это системно, то, конечно же, должен работать закон. В Якутске уже есть положительные примеры хорошего добрососедства. Например, в этом доме по улице Некрасова, 6 никогда не нарушают закон о тишине. Почему? Потому что сами жители определили свой порядок. Опять мимо лежит у нас. Так, опять. Артем Некрасов – электросварщик по профессии, а староста по призванию. Ему удалось найти компромисс. Борьба за единственный дом сплотила соседей. Друг другу помогать. Да, ничего, у нас никаких проблем нету. У нас после 10 никаких музык нету. Все хорошо. Дрелью тут Нет, дрель нету. Соседи вместе решают коммунальные проблемы, проводят субботники и следят за чистотой не только двора. Если какое-то мероприятие, и соседи были довольно спокойны все это время, то как-то скачается все, прощается, понимаем. Люди не всегда такие буйные. Бывает то, что заедут, какую-то квартиру здесь сдавали, были буйные, разговаривали с ними, они успокаивали, все хорошо. А надо все обговаривать, надо доложить свою точку зрения до человека. Взаимоотношения между соседями очень важно. Это самая главная роль. Да? Какой бы ни был человек, или какое бы у него настроение было, все равно мы друг к другу относимся трепетно. Год назад аварийный дом по улице Некрасова, 6 включили под снос. Жильцы ждут помощи, но пока тишина. В одном они твердо уверены: если в доме что-то случится, поможет только сосед. Ирина Григорьева, Джулс Григорьев, Якутск. Близится начало активной фазы строительного сезона. Сколько людей в этом году получат новые квартиры и выплаты по программе переселения и какие планы на ввод домов в Алданском районе Якутии, готов рассказать Руслан Павлов. Программа переселения из аварийного жилья в Алданском районе идет в плановых графиках, даже с небольшим опережением. Только в этом году было сдано 2 многоквартирных дома, люди получили ключи от новых квартир. Сколько за этот год мы должны построить и сдать жилья, мы узнаем у первого заместителя главы муниципального образования Алданский район Расиля Халиуллина. Расиль Гарафеевич, какова программа на этот год и в целом? В целом, действительно, мы идем с опережением по графику, утвержденной республиканской адресной программы. Хочу сказать, что у нас наибольший объем аварийного жилья по республике – это 181 тысяч квадратных метров жилья. Этапы 2019 и 2020 года мы завершили досрочно. Да, как мы видели, недавно мы сдавали дома на Солнечном. Также до конца года у нас будет еще ряд домов сдан по городу Алдан, и мы закончим этап 2020 года.
которые мы должны были завершить только в декабре 2021 года. На сегодняшний день у нас завершена работа по согласованию заявки в Департаменте жилищного строительства, заявки этапа 2021 года. Хочу сказать, что объем аварийного жилья, который мы расселяем, у нас идет на увеличение, и заявка у нас составляет 39 тысяч квадратных метров жилья. Также хочу сказать, что уже в рамках этой заявки строительство уже ведется, и поэтому часть домов по этапу 2021 года, который будет должен завершен в следующем году, мы сдадим в 2021 году. Расиль Герофеевич, а качество устраивает ли новых домов? По качеству, конечно же, есть замечания, поэтому вопросы мы отрабатываем как с застройщиками и просим Государственный строительный жилищный надзор, который ведет строительный надзор за строящимися домами, этот надзор усилить и чаще приезжать и лучше проводить надзор. Спасибо, Расиль Герофеевич. Такая у нас ситуация по переселению из аварийного жилья. В целом она позитивная. В России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19. Набор реагентов успешно прошел клинические испытания, обладает высокой точностью. Она выявляет наличие именно мутанного штамма для эффективной идентификации британской мутации и рассчитан на максимальную концентрацию вируса. Это позволяет избежать ложноположительных результатов. Британский штамм коронавируса все равно придет в Россию. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, сейчас вирус настолько видоизменяется, что первоначального штамма уже нет. Теперь циркулируют совершенно другие подвиды, и британский штамм все равно к нам придет. Также, по словам Тимакова, в середине весны в России следует ожидать подъема заболеваемости, и отменять масочный режим в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя. Между тем, Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Аэрофлот сообщил, что планирует возобновить полеты в обе страны. Рейсы Москва-Баку будут выполняться с 15 февраля по средам и воскресеньям. Обратные полеты по понедельникам и четвергам. Рейсы Москва-Ереван уже доступны с 15 февраля, то есть сегодня, по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные полеты по понедельникам, воскресеньям и 2 рейса по четвергам. Напомним, Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прошлого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключения составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. В Якутию поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Ви». Всего более 15 тысяч доз. В данное время на складах идет маркировка препарата. Между тем продолжается вакцинация вторым компонентом. Наш корреспондент Ульяна Шагина пообщалась с врачами. Ульяна, ты в эфире. Расскажи, как продвигается прививочная кампания. Новая вакцина должна поступить в учреждения медицинские сегодня-завтра. Перед этим, напомню, обязательно должен пройти этап маркировки. Напомню, это для того, чтобы следить за продвижением препарата. И, кроме того, это еще и позволит мониторить количество и остатки препарата. Отдельно еще и ведется регистр пациентов, получающих эту вакцину. Между тем, напомню, в России 4-ю неделю продолжается массовая вакцинация от COVID-19. В Якутии первый этап вакцинации прошли уже более 26 тысяч якутян. Это 2,7% от всего населения. Напомню, в первую очередь прививаются люди, которые входят в так называемую категорию риска. Напомню, это медицинские и социальные работники, работники образования, а также пожилые граждане. Кроме того, сейчас задача региона успеть привить еще и жителей труднодоступных, отдаленных населенных пунктов до наступления паводка. Вакцинация проходит и в республиканской больнице номер 3. Сейчас до прямого эфира нам уже дали комментарий. Давайте послушаем о том, сколько человек здесь уже привито и вообще в целом, как проходит вакцинация. Вакцинация у нас начата с января месяца. Значит, сейчас идет продолжение вакцинации второго компонента. Значит, в день примерно от 60 до 80 без выходных и с выездами в организации. И в поликлинике в 3 кабинетах. Значит, на сегодня привито около 2500 граждан.
И мы стараемся прививать по специфике нашей больницы вот, граждан старшего поколения, старше 60 лет. И, конечно, старческого гериатрического возраста, 75 лет. Так, сегодня, значит, задействованы 6 бригад прививочных. Буквально сегодня мы получим вторую партию однодозной вакцины Гамковид-Вак, Спутник Ви. То есть на сегодня вот обеспечение идет как ко времени. Могу сказать, что как такового столпотворения в поликлинике нет. Основной этап людей проходит в первой половине дня. Это все и благодаря тому, что запись идет на вакцинацию. Записаться можно, напомню, через телефон колл-центра, через портал госуслуг. Кроме того, массовые заявки подают еще и организации, после чего их ставят в план, назначают время и дату. У меня на этом все. Передаю слово коллегам. Из столичного медучреждения на прямой связи была наш корреспондент Ульяна Шагина. Ульяна, спасибо за информацию. Между тем, платные медполиклиники подключат к порталу государственных услуг. Пользователи смогут записываться на прием не только в государственные, но и частные медицинские организации. Как отметил руководитель Центра компетенции цифровой трансформации российского Минздрава Михаил Левин, это обеспечит преемственность медицинской помощи, а также повысит ее качество. Он добавил, что у врачей появится возможность подбирать более эффективное лечение, так как у них будет больше данных о здоровье пациента. Генеральный директор ОНДОК Александр Константинов сообщил, что частные клиники будут заинтересованы в синхронизации информации, потому что это позволит сократить ресурсы на передачу данных в соответствии с требованиями законодательства. Автобусные рейсы планируют организовать из Якутска в спорткомплекс «Техтюр». Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев. Дано поручение ЕПАКу согласовать с Минтрансом маршрут и организовать регулярные рейсы в выходные дни. Расписание и место отправления будет объявлено дополнительно, говорится в сообщении. Также Григорьев отметил, что идея о создании регулярных рейсов поступила в ходе сбора предложений по улучшению Якутска. Их собрано более 120, среди которых идеи по обустройству сквера в 202-м микрорайоне и проведения общегородских субботников. Победителей чемпионата по настольным играм определили в Якутии. В спортивном комплексе «Мадун» завершился лично командный чемпионат среди мужчин, женщин и ветеранов. По итогам 4 видов в первой группе чемпионом стал Уала Наконечников из Якутска. Большая конкуренция была среди женщин до 1981 года рождения. В этой возрастной группе победу праздновала Нюргуяна Данилова из Верхневилюйского района. По второй группе лидировали спортсмены из Намского и Верхневилюйского района. В третьей группе чемпионами стали сунтарцы. В командном же зачете уверенную победу одержала команда из Вилюйского района. На второй позиции расположилась команда из Сунтарского. На третьем спортсмены из Якутска. Всего в чемпионате приняло участие 120 игроков из 13 команд. Хоккеисты сборной России выиграли у чехов в матче шведских игр и досрочно стали победителями Евротура. Подробнее расскажет мой коллега Власий Сергеев. Власий, с каким счетом россияне победили и как выглядит общий зачет турнира? Василий, здравствуй. Российские хоккеисты победили со счетом 7-4. Выиграв этап в Швеции, они стали недосягаемыми. А вторыми идут у нас чехи, тройку лидеров замыкают шведы. Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Власий Сергеев. Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче третьего тура шведских хоккейных игр и досрочно стала победителем Евротура. Встреча завершилась со счетом 7-4. В составе россиян шайбы забросили Захар Бардаков, Павел Красковский, Николай Коваленко, Данил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чебряков. У проигравших отличились Михаил Шпачек, Якуб Флек, Лукаш Клок и Давид Тамашек. Российские хоккеисты выиграли все 3 матча этапа, набрав 8 очков. Второе место заняли шведы, третье финны. Таблицу замкнули чехи. Отметим, что россияне возглавили общий зачет турнира, выиграв все 3 этапа текущего сезона. Последний этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.
Сборная России заняла 4-е место в общекомандном зачете чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования завершились в нидерландском Херенвене. В активе россиян 1 золотая, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. Единственную награду высшего достоинства в копилку команды принесла Ангелина Голикова, выигравшая забег на 500 метров. Общекомандный зачет турнира возглавили представители Нидерландов. На их счету 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Вторыми стали американцы, у которых 2 золота и 1 серебро. Тройку лидеров с 2 золотыми наградами замкнули шведы. Россиянин Аслан Карацев победил канадца Феликса Оже-Альясима в матче 4-го круга открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым, который в своем матче выиграл у австрийца Доминика Тима. Отметим, что 27-летний Карацев впервые в карьере играет в основной сетке турнира серии «Большого шлема». Ранее ему не удавалось пройти квалификацию. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча с Димитровым пройдет в ночь со вторника на среду. Команда «Звезд России» со счетом 183-162 обыграла «Звезд мира» в матче «Звезд» баскетбольной единой лиги ВТБ. Традиционная выставочная игра прошла в Москве. Самым результативным игроком матча стал защитник петербургского «Зенита» Виталий Фридзон, набравший 57 очков. У «Звезд мира» самым точным был американский форвард «Химок» Джордан Микки. На его счету 30 баллов. Матч «Звезд единой лиги ВТБ» прошел в 5-й раз. Помимо игры он включал в себя конкурс бросков сверху и состязание трехочковых бросков. Следующий матч всех звезд пройдет также в Москве на ВТБ-арене. Футболисты Манчестер Сити на своем поле победили Тоттенхэм в центральном матче 24-го тура английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-0. Дублем с игры отметился Илкай Гюндоган. Еще один мяч с пенальти забил Родри. Горожане продлили беспроигрышную серию до 15 матчей. Они продолжают лидировать в таблице чемпионата, набрав 53 очка, опережая идущий вторым Лестер на 7 пунктов. Лондонский клуб располагается на 8-й позиции, имея в активе 36 баллов. В следующем матче Сити в гостях сыграет с Эвертоном, а Тоттенхэм на выезде сойдется с Вестхэмом. Перейдем к событиям нашего региона. Сборная Якутска стала победителем чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. В финале турнира, который состоялся накануне во Дворце спорта 50 лет Победы, столичные футболисты выиграли у сборной Ленского района со счетом 3-2. В составе победителей голы забили Никита Зубарев, Дмитрий Каурдаков и Алексей Кислицын. У ленчан отличились Иван Пыхтин и Вадим Юшинов. На третью ступень пьедестала взошла сборная Северо-Восточного федерального университета, которая в бронзовом финале в серии пенальти обыграла команду Усть-Алданского «Улуса». Намский спортсмен Вячеслав Дьяконов выиграл республиканский турнир по национальному многоборью «Кубок чемпиона». Соревнования прошли в Якутске на арене Центра спортивной подготовки «Триумф». Вторым стал Джилустан Наговицын, третьим – Леонид Филиппов. Отметим, что Вячеслав является сыном Николая Дьяконова, шестикратного победителя игр Дыгына. Для 20-летнего атлета участие в Кубке чемпиона стало дебютом на крупных соревнованиях по национальному многоборью. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Василий, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Да, Власий, спасибо за информацию. С победами и поражениями на спортивных поприщах нас ознакомил Власий Сергеев. Теперь о событиях за пределами страны. Мировые новости далее в эфире. Марио Драги в субботу был приведен к присяге в качестве премьер-министра Италии. Церемония в Риме проходила в масках с соблюдением социального дистанцирования и без тактильных контактов. Подробности узнаем у Анастасии Дмитриевой. Приведение к присяге нового правительства Италии во главе с Марио Драги в президентском дворце в Риме стало беспрецедентным. На обычно многолюдную церемонию в субботу была допущена лишь небольшая группа журналистов. Все министры были в масках и сидели на расстоянии друг от друга. Не было и теплых рукопожатий после официальной клятвы «верно служить Родине». Бывший глава Европейского центрального банка Драги в пятницу объявил состав правительства, утвержденный президентом республики. Серджио Маттарелла 3 февраля официально поручил Драги сформировать кабинет из представителей движения «5 звезд», Демократической партии, а также фракций «Свободные и равные» и «Живая Италия». Выход из коалиции последней привел к отставке Джузеппе Конте.
Многие итальянцы признательны ему за решительные действия в период пандемии. Так что единственным проявлением эмоций в субботу стали необычно долгие аплодисменты, которыми коллеги проводили уходящего премьера. А жителям столицы Нидерландов коронавирус нипочем. Воспользовавшись благоприятной для зимних забав погодой, в субботу они вышли на лед озера, где устроили вечеринку с катанием на коньках, танцами и распитием горячих напитков. Одни двигались в такт бодрой музыки, в то время как другие катались на коньках и санках. Сотни жителей Амстердама устроили массовое гуляние на замерзшем озере в субботу, бросая вызов ограничениям на зимние общественные мероприятия в период пандемии. Голландцы воспользовались похолоданием, которое пришло на север Европы с Арктики. Хотя правила нидерландского правительства гласят, что на подобные собрания люди могут приходить только с одним человеком не из их семьи. Необходимо также соблюдать дистанцию 1,5 метра. Исключение действует для детей до 17 лет. Власти продлили до 3 марта ночной комендантский час, призванный замедлить распространение коронавируса. В субботу в королевстве были зарегистрированы 4194 новых случая заболевания. Всего в стране с населением 17 миллионов человек с начала пандемии заразились более миллиона жителей. Массовые свадьбы на спинах слонов в Таиланде, бракосочетание ослов в Индии или розы и конфеты в подарок в некогда осуждающие эти традиции Саудовской Аравии. Мир в воскресенье отметил День Святого Валентина, католического покровителя всех влюбленных, которого теперь почитают не только христиане, но и представители других конфессий. 59 пар в Таиланде связали себя узами брака, сидя на слонах в воскресенье на массовой свадебной церемонии в День Святого Валентина. Танцоры и оркестр возглавляли процессию, а местный чиновник следил за подписанием брачных свидетельств. Один из молодоженов, Патифат Пантанон, сказал, что всегда мечтал о необычной свадьбе. «Я уже давно планировал, что если когда-нибудь подпишу свидетельство о браке, то это должно быть экстраординарным событием». Свадьба на спинах слонов – ежегодное мероприятие в тропическом саду Нонгнуч, которое обычно привлекает до 100 пар, но в этом году из-за пандемии коронавируса их число сократилось. Тем не менее, президент сада рассказал, что из-за строгих протоколов досмотра посетители чувствовали себя в безопасности. Индийцы в городе Бангалор отпраздновали День Святого Валентина, не катаясь на животных, а поженив их. В воскресенье они обвенчали 2 ослов. Активисты и члены региональной партии движения Каннада Ватал украсили длинноухих животных и устроили церемонию под музыку и танцы. Это послание миру о любви, сказал организатор Ватал Нагарадж. Кто бы это ни был, будь то животное, птица или человек, каждый имеет право влюбиться, ему следует оказывать уважение. Другой праздник любви, который устроили индийцы в столице страны Нью-Дели – обмен цветами между парами, чтобы признаться в своих чувствах. Красные розы и воздушные шары, необычное зрелище в Саудовской Аравии, украшали сувенирные цветочные магазины в этот День Святого Валентина в Эр-Рияде. Все то, что десятилетиями осуждалось консервативным мусульманским обществом, теперь становится традицией. После усилий наследного принца Мухаммеда бен Салмана по модернизации королевства, местные жители смогли отпраздновать этот день с подарками и цветами для своих близких. Даже коронавирус не смог убить романтику в Бельгии. Витрины в Брюсселе, как и каждый год, были заполнены яркими сердцами с карамельным кремом. Но медленный поток покупателей и более длинный, чем обычно список телефонных заказов, свидетельствовали о том, что пандемия отпугивает клиентов. И хотя, по словам производителей, они выпустили лишь половину обычного количества маленьких подарочных коробок в форме сердца, которые часто дарят коллегам и друзьям, с закрытыми ресторанами и барами шоколад стал достойной заменой в качестве романтического подарка, признались покупатели. Переходим к чрезвычайным происшествиям. 19-летняя горожанка подозревается в краже порядка 170 тысяч рублей у своей тети. В дежурную часть МВД Якутская поступило заявление от горожанки о снятии средств с банковской карты. Более подробно расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Дмитрий, как удалось установить подозреваемую? Да, личность подозреваемой установлена, ею оказалась племянница потерпевшей. Так, на протяжении полугода девушка совершала операции с банковской карты своей тети на свой счет. И в итоге она произвела 9 операций и совершила хищение денег на общую сумму 167 тысяч рублей. И на эти денежные средства она приобрела себе дорогой смартфон. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Здравствуйте, это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тамыров. Распитие спиртных напитков привело к возбуждению уголовного дела в Амгинском районе. Так, в отдел районной полиции поступило сообщение, что в медицинское учреждение доставлен местный житель с рваной раной на лбу. Участковыми полномоченными полиции установлено, что вред здоровью пострадавшему причинил его 35-летний приятель. В день происшествия мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой потерпевший бросил в сторону подозреваемого стакан и попал им в лоб, тем самым нанеся ему легкий вред здоровью. После инцидента мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба МВД России по республике. Жительница Мирнинского района продиктовала реквизиты карты мошеннику и лишилась денег. В полицию обратилась 44-летняя местная жительница с сообщением о том, что неизвестный обманным путем похитил ее денежные средства с карты. Потерпевшая пояснила, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил о попытке несанкционированного списания денег со счета. Для отмены операции он попросил продиктовать все реквизиты банковской карты, а также СМС-коды подтверждения транзакций. Поверив его словам, женщина выполнила просьбу и назвала все данные, после чего с ее карты аферисты сняли 33 тысячи рублей. Потерпевшая призналась, что знала о подобных фактах мошенничества, но растерялась. А в Вилюйском Улусе 25-летний мужчина подозревается в хищении денег с банковской карты. В дежурную часть полиции по Вилюйскому району обратился пенсионер, который сообщил, что у него с банковской карты похищены 26 800 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался незнакомый потерпевшего, а ранее трижды судимый 25-летний мужчина. Установлено, в день происшествия злоумышленник распивал у потерпевшего спиртное. Когда закончился алкоголь, пенсионер передал свою банковскую карту подозреваемому и попросил купить им еще спиртных напитков. Таким образом, злоумышленник узнал пин-код от карты. После того, как потерпевший заснул, подозреваемый забрал банковскую карту с собой. Все похищенные с карты деньги он потратил на покупку алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Нерюнгринскими полицейскими раскрыта кража золотых изделий. Так, в отдел полиции района обратилась жительница поселка Беркакит. Женщина пояснила, что у нее похитили золотые украшения общей стоимостью около 40 тысяч рублей. Им оказался безработный 36-летний житель города Нерюнгри. Выяснилось, что в день происшествия подозреваемый находился в гостях у потерпевшей, и они вместе распивали спиртные напитки. Когда женщина уснула, гость похитил золотые украшения, которые потерпевшая хранила в комнате на видном месте. Похищенное он сбыл в ломбарде, выручив около 14 тысяч рублей. Деньги подозреваемый потратил на покупку алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь о происшествиях за пределы региона. Так, в минувшие выходные в центре Москвы произошел пожар в хостеле на Масницкой улице, сообщается на сайте МЧС страны. В ведомстве отметили, что информация о возгорании поступила в 19:48 по московскому времени, и уже в 21:40 также его ликвидировали. Также здесь добавили, что пожар повредил 500 квадратных метров. 14 февраля 2021 года, 19 часов 48 минут, пожарные подразделения выезжали на тушение пожара в административном здании. По прибытию происходило загорание на первом-втором этажах. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой, высокой температурой и плотным выделением продуктов горения. Значит, благодаря профессиональным, грамотным, слаженным действиям пожарных подразделений не допущено распространение пожара на соседние здания. В 22 часа 07 минут пожар был ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 19 основных отделений, 64 человека личного состава. Пожару был объявлен ранг пожара номер 2. После сосредоточения на место сил и средств пожар номер 2 был отменен и присвоен пожару ранг номер 1 БИС. Пострадавших на пожаре не допущено. Землетрясение магнитудой 7,3 балла у берегов Японии вызвало оползень, который заблокировал скоростную автомагистраль Джабан в городе Самай, префектуры Фукусима, в воскресенье. На кадрах, снятых с дрона,
Экскаваторы расчищают дорогу, убирая почву и камни. Работы привели к длинной очереди из автомобилей на дороге. Напомним, в субботу у побережья Восточной Японии произошло сильное землетрясение. Тогда сообщалось о десятках пострадавших. Около миллиона домов в регионе остались без электричества, что привело к закрытию дорог и остановке движения поездов. Теперь вернемся к новостям происшествий нашего региона. Так, в якутской колонии прошел конкурс красоты «А-ну-ка, девушки» среди осужденных женщин колонии поселения номер 2. В начале мероприятия номинация «Визитная карточка». Конкурсантки рассказали о себе. Затем каждая из них успешно прошла второе испытание под названием «Страна». На этот раз, нарядившись в национальные костюмы, они с теплотой рассказали зрителям о своей малой родине. После этого в модном показе они продемонстрировали костюмы сказочных персонажей, изготовленные своими руками. Заключительным этапом стал кулинарный поединок «Хозяюшка», в рамках которого участницы конкурса представили приготовленные им оригинальные кондитерские изделия. В завершении мероприятия женщины поблагодарили за участие в конкурсе и вручили им призы, а также дипломы 2-й, 1-й, 3-й степени. Напомним, это единственное в регионе исправительное учреждение, где отбывают наказание представительницы женского пола, сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказания по Республике Саха-Якутия. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч. Василий, на этом у меня все. Дмитрий, спасибо. Обзор чрезвычайных происшествий провел мой коллега Дмитрий Тымыров. И стартовал прием заявок для участия в 29-м республиканском фестивале-конкурсе молодых исполнителей якутской эстрады «Той Хая», посвященный Году здоровья в республике. Подробнее о формате проведения и новшествах, введенных в этом году, расскажет Марферина Алексеева. Марферина, тебе слово. Василий, приветствую. Да, сегодня вот действительно начался прием заявок на молодежный конкурс «Той Хая». Я считаю лично, что этот конкурс уникален, потому что благодаря этому конкурсу вспоминается честь поселка, память поселка под названием Той Хая, который в 1967 году был затоплен для того, чтобы провести строительство Вилюйской ГЭС. И вот таким конкурсом они, получается, вспоминается честь, жители вспоминают и поют, восхваляют даже некоторые песни, действительно посвященные этому поселку. Но в этом году в связи с пандемией немножко формат поменялся, то есть если раньше он был всегда очный, то в этом году конкурс проведется в такой очно-заочной форме. Первые 2 этапа будут проводиться онлайн, а 3-й этап уже гран-при и финал пройдет в ДК Той Хая, это в поселке Арылах, который находится в 30 минутах езды от Мирного. Я предлагаю послушать комментарий главного организатора Матрёны Скрябиной. Главный приз очень серьезный, 200 тысяч рублей, поэтому мы надеемся получить очень много заявок. Мы сейчас специально для этого конкурса делаем сайт, на котором любой желающий может зайти, посмотреть историю всего этого фестиваля. Там будет очень подробно написано, куда можно подать заявку, в каком виде мы принимаем работы на онлайн-конкурс. И председателем жюри в этом году будет Антон Иванов. Я думаю, личность в республике известная. Также среди членов жюри будут звезды якутской эстрады. Есть договоренность с Варей Максима. Ну, а другие это будут работники культуры Мирницкого района. Хотелось бы отметить, что в этом году категория увеличилась. Если раньше участвовала только молодежь до 35 лет, то в этом году участники могут стать от 8 до 16 лет, первая категория, и от 17 до 35. А для того, чтобы принять участие, нужно подготовить 2 номера. Песни на якутском языке и также по выбору. Заявки принимаются на сайте toyhaya.ru. Принимайте участие. Василий. Да, Марферина, спасибо за информацию. Я напомню, на прямой связи из Мирного была наш корреспондент Марферина Алексеева.
Теперь о погоде в крупных городах Якутии. Везде наблюдается похолодание. Так, в Алдане днем минус 26 градусов. Облачно, ветер 3 метра в секунду. Вечером обещают похолодание еще на 2 градуса, а ночью и того будет минус 30. В Ленске минус 28 градусов, без осадков, ясно, ветер 1 метр в секунду. Вечером минус 34, а ночью чуть теплее, на 1 градус, минус 33. Чуть холоднее в соседнем Мирном, минус 31 градус, переменная облачность, ветер 3 метра в секунду. Вечером будет наблюдаться минус 34 градуса, а ночью столбик термометра опустится до отметки в минус 35 по Цельсию. Теплее всего, как всегда, в Южной Якутии, а именно в Нерюнгри, там минус 27, без осадков, облачно. Правда, ветер сильный, 4 метра в секунду. Вечером минус 28, а ночью минус 30 градусов. И о погоде в столице. Якутск минус 25, облачно. Ночью минус 28, ветер 1 метр в секунду, влажность 73%, давление 757 миллиметров ртутного столба. И к этой минуте все. Спасибо, что все это время были с нами. Не забывайте носить маски и дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До свидания.